ПТО вообще является одним из ведущих отделов предприятия. Да? Мы занимаемся программами модернизации оборудования и тепловых сетей, энергоресурсосбережения. Мы делаем анализ, где нужно провести нормальное состояние, то есть провести техническое перевооружение, реконструкцию или модернизацию оборудования и теплоисточников. Даем свои рекомендации, по которым, так сказать, в дальнейшем уже проводятся эти мероприятия. На работу я устроилась 24 июня 1996 году. 24 июня будет 25 лет. Вот. На то время предприятие это было ППТС Якутск-Гортеплосеть. Устроилась я на должность инженера, потом работала ведущим инженером, потом работаю с 2009 года начальником производственно-технического отдела. Вот, когда я пришла на предприятие, основной работой, вот, что мне первые дали поручение, да, это было приведение нормативной численности в порядок. Я проехала все 50 отдельных, все 30 центральных тепловых пунктов, измерила внутри все оборудование, все задвижки, все трубопроводы. И численность была, так сказать, отражена корректно. И зарплату стали платить уже в соответствии этой новой ориентировки. Также мы проводим гидравлические расчеты сетей тепловодоснабжения, занимаемся ресурсами предприятия, то есть оплачиваем счета за потребленный газ, электрику, воду, ресурсоснабжающим организациям и проводим анализ. То есть выявляем причины отклонений и стараемся их устранить по разработанным мероприятиям. У меня сотрудников 8, со мной 9 получается. Заместитель начальника отдела Аношкин Борис Борисович, ведущий инженер ПТО это Синофонтова Татьяна, инженера Анаматова Лия, Бережнева Сардана, Алексеева Акулина, Полищу Иван, Аверьянова Анна. Вот мои сотрудники, которые занимаются всей этой нашей работой. Мы, получается, согласовываем все проектные работы. Строится отдельная какая-то тепломеханическая часть, согласовывается нашим. Вот сейчас, например, это отдельная птицефабрика. Это вот новый объект, который будет строиться, получается, по нашей инвестпрограмме. Котлы у нас уже закупленные, горелочное оборудование закупленное. Сейчас отрабатывается вот эта схема. Схема тоже отрабатывается с компоновкой блочно-модульного исполнения, с теплообменным оборудованием по блокам, тоже в первый раз на нашем предприятии. Ну, конечно, вот предприятие сильно изменилось за это время, что я здесь работаю. На предприятии, так сказать, стали развиваться новые технологии, программы модернизации, программы энергосбережения, проделывается анализ ресурсосбережения, да, строятся новые объекты. И предприятие работает сейчас по бизнес-плану. Раньше вот бизнес-плана на предприятии не было. Был только один техпромфинплан, который составлял всего 2 листочка. С 2003 года предприятие проходит защиту в Госкомцентре. Теперь уже на этом предприятии, получается, защиту проходят все отделы, не только производственно-технический, плановый отдел, отдел капремонта и другие. Но за это время, да, заработала у нас в 2009 году инвестиционная программа предприятия. Первым объектом была котельная реконструкция котельной Рассильникова-9 с переключением потребителей САХАЗ на котельную Рассильникова-9. Предприятие начало само строить. Вот в этом году уже построила самую большую котельную в городе Якутске первым этапом, которая введена мощность 39 мегаватт. Это котельная Лермонтова-200. Ну, работы очень много. Делается полностью отчетность по всему предприятию, да. Основные задачи это получается надежность и качество принимаемых технических решений по транспортировке и передаче тепловой энергии, ресурсоснабжения для потребителей нашего города.